Тимур Касымович, дорогая Ирина, спасибо вам огромное, что вы приняли сегодня нас у себя дома. У вас так тут прекрасно. Мы вас благодарим. И, конечно же, Тимур Касымович, скажите, пожалуйста, вы часто говорите, что человек в этом мире, он странник. А как по-вашему, с чем должен прийти и с чем должен уйти этот странник? Это такой глубокий вопрос. В этом мире каждый человек странник, и нельзя прилепляться к чему-то, потому что все равно разлука неминуема. Если ты... Мир – это караван-сарай, это гостиница, и как бы не был прекрасен этот караван-сарай, это гостиница, да, все равно ее придется покинуть. Каждый человек приходит в этот мир голым, без ничего он не принесет. Конечно. И он должен уйти, опять же, без всего голым должен уйти из этого мира, успев раздать все, что он накопил, заработал, отдать людям. Главный закон, который сидит в каждом человеке, это любовь к людям. Моя матушка была легендарный профессор Успенская, лучший знаток таджикского языка. Когда она ушла, вообще смерть матери для каждого человека – это самый страшный удар. Почему? Потому что это прощание с любовью. Но я шел вечером по кишлаку и увидел какую-то старуху. Она просто стояла, удувала и глядела. И на меня. И я вдруг понял, что это тоже моя мать. Вот эта старая женщина, вот эти глаза, вот эта любовь. И я понял, что у человека не одна мать. У человека, чем человек богаче, мощнее душевно, тем больше у него матерей, отцов, друзей. Вот это чувство, оно говорит о том, что человек вечен все-таки. Мы не странники любви, как у меня есть песня «Странники любви». Если мы замыкаемся в своем дувале, в своем хавли, в своем хешетабуризме, мы забываем вот про тех, которые там, за дувалом. Когда я был маленький, война 41-45 года, я же древний человек, Шикоят Аспири. Вот. И я был маленький, голод был. Я летом жил в Чептуре. И когда готовили плов, там без мяса, с картошкой, что-то было, первую косу ставили на дувал соседа. Вот это. Угу. И я маленький говорю, почему это соседям каким-то, мы сами голодные, а вот это идет туда. И вот этот великий закон любви, что ты не одинок. Когда Аллах создал Вселенную, да, она была немая, вот, без языка. А ему хотелось беседовать, и он создал вторую Вселенную, двуногую, человека. Человек – это в нем плещется вся Вселенная, все звезды, Млечные Пути далекие. И вот с ним беседует Всевышний. Чтобы был звук. С человеком, да. Голос. Человек сейчас увлекся, человек создал третью Вселенную – интернет. Это, знаете, шайтанская цивилизация. Глобальная проблема Да, наша, да. да. У меня есть такое изречение. Если долго глядишь в телефон, он становится твой гроб. Тимур Касымович, скажите, пожалуйста, о вашей собственной дороге. Какие моменты стали перекрестками, после которых мир виделся совершенно по-другому? Мое детство в тотальной империи, да, при великом генералиссимусе, великом тиране было. И отец мой погиб в 1937 году. Вот. И вот этот ужас смерти, расстрела вот этого, мне тогда было в 1937 году, мне был год. Вот. И вот, ну, видимо, с молоком матери вот этот ужас, страх, он вошел в мою душу. И, конечно, я был очень осторожен с Советской империей, понимаешь? И отсюда я ушел в историю,
в своем творчестве я ушел в историю. Во времена Омар Хайяма, во времена Амира Тимура я не писал исторические произведения, а я писал как бы проблемы империи тотальной и одинокой души, одинокого человека. Вот эта основная тема меня мучила, и когда я писал Омар Хайяма, об Омаре Хайяме ничего не известно, 2-3 страницы. А мне явилась его жизнь, мать, отец, возлюбленная, дочь. И мировое Хайямовидение стало опираться на мой этот роман. На ваше произведение. Да. А это все явилось, этого нигде нету. Шансов на публикацию в советское время у меня почти не было. Конечно, В отличие от моих друзей, Царство Небесное, Беллы Ахмадуллиной, Жени Евтушенко, мы с одного курса все. Угу. Они уже по 10-20 книг выпускали. Я в 80-м году, первая моя книга появилась. Мне было, в то время было сложно. 44 года. Да. Вот. И главные мои произведения все лежали в ящиках закрытых. Вот. Потом они появились. Таджики — народ книги. Угу. Вот. Поэтому огромная библиотека, я написал бы на ней слова фараона Рамзеса II. Библиотека. Аптека души. Аптека души. И вот сейчас, и то же самое в России. Огромный магазин книжный, там 10 человек. Рядом магазин жратвы, этой самой, полный, 1000 человек там. То есть живот победил Разум. голову, да, победил голову. Это ужасно. Да. И самое интересное, что я путешествовал, вот как вы говорите, гариб, да, в смысле, странник. Я жил в очень дорогих домах Нью-Йорка, Англии, Германии, Австрии и т.д. И вы знаете, на компьютерах и телевизорах лежит пыль. Богачи не смотрят телевидение, интернет они не смотрят. Они едут океан, смотреть живую природу. Ну, Ротшильда слова произнесите. Ротшильд сказал: миром правят те, кто читает книги. Если ваш сын или дочка читает книги, да, она пойдет наверх. Понимаете? Вот это признак, первый признак. Если ребенок читает, да? Любит читать. Да, это значит, он пойдет наверх. Скажите, пожалуйста, а вот мы знаем, что время, оно часто убегает неизвестно куда, а иногда оно прям тянется буквально бесконечно. А для вас вообще время — это враг или же союзник? Да, это очень, вот, кстати, иногда я говорю, что у человека нет врагов. Если человек любит, да, у него не может быть врагов. Любовь любого злодея, убийцу, он не выдерживает, если его любишь. Не выдерживает. Вот. Но главный враг, это такая банальная мысль, что главный враг любого человека — это время. Да? Вот я вспоминаю, я был молодой, бегал, а теперь я сижу с трудом там и прочее. Вот. Время, ты доходишь до зрелости, до джигитства, до молодости, да? Потом старость, вообще старость, очень французы говорят, тяжелое искусство, да? Старость. И, конечно, мудрецы говорят, что старость — это великий подарок Аллаха тебе, старость. Вот. Но это самое, я не всегда соглашаюсь с этой идеей. Почему? Даже когда делают дуа? Ты чувствуешь, из чего ты состоишь, да. 248 костей, руки, ноги, голова, зубы, и все это может болеть, и ты находишься в повышенном такой нервозном состоянии. Поэтому время, вообще на такой вопрос так не ответишь, да, Ира? Это надо... Время, да, это большая тайна. Да, надо подумать. Это много очень ответов. Когда человек адекватен своему времени, вот это очень большое искусство, действительно. Когда человек неадекватен, когда человек в старости вдруг ведет себя как ребенок,
вот это уже, наверное, А мы все чаще как-то, замечаем, да, что так и происходит. что Да. особенно женщины подвержены, ей уже, ну, как бы, пора думать о жизни, о том, чтобы больше отдавать. Не внешней красоты, а именно внутренней красоты отдавать. А она еще зациклена на внешней красоте. Или мужчина зациклен на материнской любви. Считается на Востоке, что я одно из перевоплощений хожу на Срединное, мои вещи все связаны, многие, на Срединном. И я вспомнил какую-то притчу, где он подошел к пирамиде Хеопса. Они говорят: ты мудрец, в чем мощь пирамиды Хеопса? В чем дело? И он говорит: посмотрите на свои часы, время. Мгм. Они посмотрели, у всех часы стоят. Вопрос очень интересный, на него можно много И мы еще размышлять. поговорим. Да, да, обязательно. мы время еще враг будем, твой. да. Да, ну враг. Для кого враг, для кого друг, А с другой стороны, наверное. когда ты опускаешься в свою золотую молодость, прошлое, да, ты тоже движешься во времени, Да. да? Я думаю, что рай – это где человек встречает под деревом тальх цветущим, вечно цветущим, свою мать. Свою мать он встречает. Потому что это самый большой поток любви, который был. Такая долгожданная встреча, мне кажется. Да. И у меня есть такое изречение: матери не умирают, а ждут нас в раю. И рай – это сады матерей. У меня изречение мое. Вот. Говорят: откуда ты взял? Вот взял. Я вижу гитару. Неужели мы сейчас споем? Да. Ну, мы споем. Ну, надо сказать, что помимо литературы, я всю жизнь пел песни, создавал. Эта часть моей жизни не так известна, как литература, но есть интервью Высоцкого, где он говорит, что Акуджава начал, потом явился я и третий Зульфикаров. Он, когда я пел акапеллы, Иры тогда еще не было, я пел акапеллы свои песни, вот. И я попытался взять гитару, слава богу, у меня ничего не получилось, потому что тогда я пошел бы «Тагдир», другой, «Судьба», да. «Слава», и мы не сидели с вами уже, я Да. бы там вот на мозоре, а там сидел. Вот. Боже Но мой. когда появилась Ира уже, мы создали ансамбль такой. И должен вам сказать, что Я его удержала Молодец. от, Смогли. да, от этого пламени жизни. и мы вам споем вот про эту сосну песню, да. Под старой сосной гуляли мы с тобой, вокруг цвела весна, и пели соловьи, и казалось на века, на землю мы пришли, но пробил смертный час, и к звездам мы ушли. И для других пою хмельные соловьи, для других бегут все реки и ручьи, и для других горят все звезды, костры, и для других цветут все розы и цветы. Но старая сосна все вспоминать нам, и шишки словно слезы с ее ветвей летят. Но старая сосна, дрожа золотым стволом, все вспоминать нам, все грезит о былом. Когда пою эту песню и плаваю в слезах, не аплодирует лишь белый-белый осень. Ях и ах, и ах. Когда пою эту песню и плаваю в слезах,
Мне аплодирует лишь белый-белый ослик, ушами хлопая в горах. Дай Бог, мои родные, чтоб вам среди безумных дней вам аплодировал не только белый ослик, а хор возлюбленных друзей. Ай, дай Бог, мои родные, чтоб среди земных безумных дней вам подпевал лишь белый-белый, не только белый ослик, а хор возлюбленных друзей. Пусть мою песню не слышат на объятой безднами земле, зато ее услышат на дальних звездах луне. Ай, пусть мою песню не слышат на объятой попсой земле, а потом зато ее услышат на дальних звездах луне. На-на-на-на-на-на-на, ай, да-да-дам, Я даже не слышу этот Прекрасно. текст. Это иногда, знаете, как Импровизация, да? Да, как я говорю, чистая импровизация. когда великие певцы Утесов и Клавдия Шульженко, великая русская певица, в 40 каком-то седьмом, что ли, году, это я не помню, была в Сталинабаде, пела, и потом в нашу кибитку пришла в гости. Вот. И я помню, когда ее провожали, все плакали. Вот. Вы не боитесь писать, петь о страдании. Вот. Как по-вашему, почему, на ваш взгляд, без боли невозможно Конечно. ощутить моменты радости? Конечно. Дело в том, что искусство, оно и дано, как вкусная еда, чтобы голод убивать, да? Так настоящее искусство, оно дает катарсис, дает вот эта боль, страдания. Моя жизнь, как всякая жизнь, это лодка с пробитым дном, но что-то она долго не тонет. А как вы считаете, как писателю не дать слову превратиться в пустой звук? Особенно сегодня, когда слово имеет не такое уже большое значение, потому что какой его очень хороший много. вопрос. Мы, кстати, тоже об этом говорили. Да? Вот знаете, я хочу сказать, я очень хороший читатель. И я с детства пропадала в библиотеках. Но в какой-то момент я вдруг поняла, что вот особенно современное слово, оно утратило силу. Вот читаешь, и ощущение, что мертвую траву, сухую траву жуешь. Нет ни вкуса, нет ни желания вот взлететь, крылья не отрастают. И я стала искать вот книгу, которая могла бы мне опять помочь обрести вот этот полет. И это было годы. Я стала перечитывать то, что я читала, моего любимого Гомера, Вергилия. Какой у вас замечательный вкус. Ну, я еще и училась в Академии искусств, поэтому нам привили вот эту любовь. Тонкую такую. Да. И когда я впервые прикоснулась к тексту Тимура Зульфикарова, у меня душа запылала, я поняла, вот же он, живой текст, наконец-то вернул поэт, и я еще тогда его плохо знала, поэт вернул слову его изначальную силу, потому что стали к слову относиться как к некому, знаете, к некому такому стеклу, сквозь который надо видеть смысл. То бишь не само слово несет великий смысл божественный, а вот оно как занавеска, через какую нужно рассмотреть этот смысл. И вдруг я читаю произведения, я читаю великие произведения Тимура Зульфикарова, и вот это живой смысл живого слова, его как будто пьешь, от него отрастают крылья, летит душа. И вот на самом деле сейчас вот очень девальвированы очень многие прекрасные слова, и слово «великий». Сейчас какую-то кабацкую певицу называют великой. Даже смешно, это даже не смешно, это преступно. Мы потеряли значение, первозначение божественных слов. Вот слово «великий» – это очень непростое слово. Оно в себе такой импульс могучий содержит. И вот когда человек возвращает мертвому слову
его божественную силу, вот это истинное величие. Это было еще до вашего личного знакомства? Конечно. Но это просто мне была подарена книга Тимуром, но я его практически не знала. Да. И когда вот я открыла А эту когда книгу, пришло осознание, что вы хотите познакомиться с Тимуром Касымовичем? Да сразу, когда она прочитала, Сразу, да? появилась, да. ну это было на спектакле. Но она хотела уйти из моей жизни, но когда уже Так. уходила, я сказал, что песни я сочиняю, а она же профессиональная Ага. певица, все. И она говорит, какие песни? 4 штуки песни, и вот эти песни ее захватили. Да, И она такая, ну ладно, остаюсь. это были такие сети. Да. Он Поймал вас так сети. поймал, золотую рыбку. Хотя мое первое впечатление очень могучее было во время спектакля, который поставил Барзо Абдуразаков «Сон бабочки». Мгм. И это был мой случайный приход. Я ожидала увидеть совсем иного режиссера. Я пришла на японского режиссера Сюмидзу Мгм. на встречу с его спектаклем, тем более мы с ним были знакомы в Японии, когда я там работала. А оказывается, я перепутала Даты и время. место и Ага. даты, и вот попала... Может быть, все-таки... Это все-таки судьба. Это судьба, да. В её Говорят, испо- что случай – это язык Бога. Да. В ее исполнении таджикскую песню, может быть, на этом... Я буду только рада, и Всё. наши слушатели тоже. Да, давай. Первый певец именно этого времени, который подтягивает людей к небесам, это, конечно, Далер Назаров. Они друзья. И одна его песня меня настолько пронзила, настолько тронула, но я человек иной культуры, естественно, я пою по-своему эту песню. Эй, паришухи, ситамга, тобакан, сузимаро, сузимаро, Yoromen. Mondayam ben golube par tobakar suzimaro Yoromen. Az Jaffa Gemat hiç rani hobono zani. Эй, паришухи, ситамга, тобакай, сузимара, Yoromen. Kardaimo rokalandar tobakar suzimara Yoromen. Kaderishki tu nalat hamchu gulubud
Чай, сусимаро, сусимаро, Как это прекрасно! А скажите, пожалуйста, это ваше личное мнение, как это так получилось, что две такие сильные личности смогли создать прекрасный тандем? То есть я читала в психологии, даже везде сказано, что творческий человек, он в принципе очень сложная натура. Вот как у вас так получается? А вы знаете, наверное, у меня не европейский подход. Это европейский подход, что если два сложных человека, то не могут они идти в Рука об одном руку. фарватере. Ага. А я думаю, что в этом смысле восточная философия, она, вернее, подобное притягивает подобное. Наверное, я бы не смогла бы близко приблизиться к человеку мне неинтересному. А когда я увидела такой Эверест красоты, мудрости, обаяния, я не говорю, что я подобна, нет. Но, наверное, вот когда видишь такую красоту, уже поневоле, как женщина, а женщина – это вода, а отекаешь этот Эверест, и уже никаких нет ни конфликтов, ни преград, ни агрессии, потому что любуешься этим явлением. Вот я считаю, что я любуюсь не как жена, не как близкий человек, а все-таки больше как, может быть, созерцатель. И мне очень иногда бывает больно, что мало людей любуются, созерцают и прежде всего читают. Вот Тимура надо читать. Читать, конечно, вообще Читать, поэта надо читать, читать. Говорить это все. И тогда откроется такая красота, откроются такие божественные Подарю вам перспективы. книгу там в городе, когда буду, подарю для... И тем более, Хорошо. тем более для таджиков, мне кажется, это несомненно национальное достояние. Кстати, вот мы говорили сегодня и о том, когда коснулись такого, что Тимур достоин, несомненно, Нобелевской премии по литературе. Это Но есть еще здесь в государстве один человек, который тоже достоин Нобелевской премии. Мира, да. Но Нобелевской премии мира. И вот Тимур сам его назвал. Конечно, это президент, который волка гражданской войны загнал в клетку. Это самое горячее. И когда я прочитал его книгу, вот «Таджики в зеркале мировой истории», я поразился, что это президент-мудрец. И таких сейчас президенты, экономисты, журналисты, политологи, вот эта вся компания, даже смотреть страшно, понимаете, в чьих руках сейчас мир горящий оказался. Вот. А он, конечно, это самое, мудрец. Раз Ирина сказала о том, что вас нужно читать, вот ваши книги читают в разных точках мира, да? А как думаете, почему истории, рожденные здесь, понятны и близки еще и там? Ну, это естественно, как, знаете, как я говорю, Эверест находится, где находится Эверест? Мало кто знает Непал, Поэтому, но все он знают там Эверест. набрал вот эту мощь и силу, Ага. там, в Непале, да? Но это как бы уже ушло, никто не знает Непал, все. Все знают Эверест, Да, все но вот знают где он Эверест. находится, да. Это... Вот я бы очень посоветовала молодежи прочесть гениальное произведение. Я его читала уже много-много раз, и каждый раз я преподаю с таким чувством радости, вдохновения. Это «Первая любовь» Хаджи Насреддина. Вот молодежи нужно с этого начинать. И фильм, кстати, Да, неплохой. фильм, неплохой, но Ну, книга Намного это, лучше. Да. да, это И просто, пьеса, кстати, да, и пьеса. пьеса вот эта замечательная. поставлена. Это, Просто кстати, вот, знаете, сейчас просто молодежь ну, не она есть учат в любить. интернете, все есть в Вот интернете, но лучше это книга. сопоставимо только с Ромео и Джульеттой, я считаю. «Первая любовь» Хаджи Насреддина Мартыновский есть... сопоставима с Ромео и Джульеттой. Если у вас была возможность сказать одну фразу всему миру, что бы это было? Что это за фраза была? Любите людей. Даже ты утром встаешь, настроение плохое, тебя обдурили, украли деньги, кто-то стукнул по голове, этот набрал что-то. И все равно ты должен его любить. Должен сказать, нет, я должен его любить. И как я говорю, что если у тебя есть враги, значит, у тебя не хватило любви. Спасибо вам огромное, Да. Тимур Касымович, Ребята, спасибо Ирина. вам. Вам тоже. спасибо. Было очень приятно. Здесь у вас так прекрасно. Хочется, конечно, остаться, но
дорога Вы нас молодец, зовет. вы- Ну, и мне просто хотелось, чтобы вот эта вот душевность, она обязательно передалась, и телезрители нас прям И хоть же ощутили. спели песню. Ну идемте, мальчики, вот это нам туда отвечать, вы сможете.